приезжаем в Хабаровск, потом дальше едем в Якутск, а вот этот человек едет в Иркутск на Байкал встречать Новый год. Нам очень понравился этот город. Самое главное, что здесь не минус 50. А ты что думаешь? Мне Человек, который вечно падал. Очень понравилось. Больше, чем где-то. Отличный город. Ну окей, еще раз вернешься сюда? Конечно. Но просто не знаю почему. Не знаю когда, но вернусь. Окей. Здесь просто нереально красивый потолок. Все это вот наш поезд. Слышишь что-нибудь? Вкусно! Готовимся к поездке. Ну, вот здесь вот у нас имеется опять кулер. Без воды не включать. Уезжаем из Владивостока. Сидим в вагоне-ресторане. Да. И теперь здесь все хорошо, потому что где мы сидим, не очень. Угу. Ну, может, здесь посидеть 12 нас отсюда выгонят, пойдем. 2 часа здесь посидеть. Да. Вот такой вагон-ресторан. Уже все украсили к Новому году. Но выглядит, кстати, очень мило. Мне нравится. Вот, а мы едем в Москву. Холодно, минус 20 здесь. Прям нас к Якутии готовят. Ну, сразу видишь, что Якутия. Наши цвета. Флага. Наш вагон купейный. За окном уже расцвело. Начинается двухдневное путешествие в Якутск. Без пересадок. Мы остановились на какой-то непонятной станции. Вот здесь тоже стоит старый наш поезд. Вот такая просто примерзшая, замерзшая дверь. Еще одна. Я не знаю, мы сможем выйти в вагон-ресторан или нет. Давай, рассказывай. Серджинетти. Серджинетти едет в Плацкарте. Зашел к нам позавтракать. И отдыхать. Ты поспал? Да, я поспал. Нормально себя чувствуешь? Да, нормально. Потому что у нас... Мы приехали на ночном поезде Владивосток-Хабаровск. 1,5 часа пересадки. И сейчас едем в Якутск. Мы в Якутск, он в Иркутск. Добрый день. Я буду 2 дня жить на 2-м этаже нашего пентхауса. Здесь рядом кулер, уборная, стерилизатор для рук. Так что все цивильно. Цивилизация рулит. А мы едем дальше. Вокзал Белогорск. Мы ехали примерно 8,5 часов. Нашли магазин и купили продукты. Сейчас пойдем обратно. Расскажи, пожалуйста, про Владивосток, что ты думаешь? Ай, Владивосток. Такой красивый город. Я не знаю, почему у меня был как
Я чувствовал, что я не в России. Может быть, потому что так далеко и не знаю, но просто у меня было чувство, что я не в России. Но ты же понимаешь, что мы не все вообще смотрели. Мы смотрели только, не знаю, очень-очень малую часть. Ну да. Мы так на крепость не сходили. На фуникулере не прокатились. Ну, а теперь у нас есть причина, чтобы Вернуться. да. Но я могу сказать, что какой красивый город. Я думаю, ребятам будет приятно это смотреть и слушать. Скажи, Приморье, привет! Приморье, привет. Наверху Раиса Николаевна. Скажи привет. Привет. Здесь я. И это наш 3-й день путешествия на поезде в Якутск. Наше скромное купе двухместное с хорошим видом. Здесь у нас пакет дошираков всяких, паштеты и прочего, что мы закупили еще будучи во Владивостоке. Там вот мой чемодан, рюкзак. Здесь тоже лежат вещи наши. Булочки, маслинки. А вот это вот мы заказали бизнес-ланч вчера в поезде. Он обошелся в 300 и 400 рублей. Это намного дешевле, чем если бы мы покупали в вагоне-ресторане. Потому что еще был суп, который мы съели еще вчера. У нас есть розетка. Мы буржуи, потому что в этом вагоне, в купе розеток нет. И вот такой вид из окна. А еще обязательно нужны маски. И вот здесь у нас есть лампа. Причем она у обеих, у меня и сверху, чтобы вечером не мешать друг другу. Наша одежда, зеркало, обувь. И вот так вот мы проводим наши дни. Мы выехали позавчера из Владивостока в Хабаровск. У нас был ночной переезд. Ехали мы часов где-то 15, да, наверное? Да, где-то так. Мы в 5:30 выехали и в 7 приехали. Это получается 13,5 часов мы были в пути. Затем 1,5 часа пересадка, ожидание поезда. Я уже устала сидеть в этой комнатке маленькой. У нас хоть и двухместное купе, что очень радует, но здесь окна не открываются, естественно, зима, душненько. Приходится открывать дверь, чтобы хоть как-то слегка проветрить. Но так как мы находимся около кулера с водой, все постоянно заглядывают, все говорят: о, нифига, у вас двухместное купе, как у вас здесь здорово, у вас есть розетка, можно подключиться, и поэтому держим дверь закрытой. Ну а вы что скажете, Раиса Николаевна, как вам тут наверху живется? Наверху тесновато, ночью жарко, но Жарко? вполне прилично. Кстати, здесь матрасы мягкие. Да, матрац решает все. И подушки. Постельное белье чистое, накрахмаленное. Ну прям такой, ага, был свежачок. Ну что могу сказать? Это мое первое путешествие вообще на российском поезде, скажем так, да? И к тому же такое длительное сразу. И такое длительное сразу, поэтому, конечно, есть и переутомление, и немножко дискомфорт, но для опыта хорошо. Благо у нас здесь получается, здесь, как Юля говорила, есть кулер, рядом у нас бортпроводники, в соседних вагонах можно купить там мороженое, кофе, чай. Мы приехали. И сейчас выйдем. У нас 1:40. Простой. Все, у тебя пошли. Ох ты, какой там много всего. Все перешлю. Все, мы в Якутии. Мегафон первым, кто меня поздравил с возвращением на родину. Вот к нам прицепили в Белогорске беспересадочный из Благовещенска, а вот тут наш из Хабаровска. Благовещенск. Ой, смотри, как много их прицепили. И мы приехали в Нерюнгри. Минус 24.
достала шапку из чемодана. Раиса Сергеевна. Раиса Николаевна. Ты в первый раз в этом городе? Да, я в первый раз. Ни разу не была в Нюрнберге. Ну и как тебе город? Очень красивый город. Чистый, зеленый. Белоснежный. Да. Все? Все? Да, Все? шуршит снег. Весь город. Расписание поездов. Зашли за кофе. Между 31 и 32. Сейчас российские вагоны должны отцепить и прицепить к нашему локомотиву. Едем до Якутска. Мы сегодня приехали из Хабаровска. Едем в Нижний Бестях. Это у нас первые беспересадочные вагоны, которые начали курсировать с 13 декабря 2020 года. Куда еще можно уехать также без пересадок? И в чем преимущество таких вот рейсов? Почему их вообще ввели? Беспересадочные вагоны у нас ездят Бестях, Благовещенск, Бестях, Хабаровск. Сейчас новые вагоны стали ходить Бестях, Иркутск. Беспересадочные вагоны хороши тем, что люди стали иметь возможность ездить на дальние расстояния. Не нужно выходить, делать пересадку по какой-то станции. Плюс к тому беспересадочные вагоны у нас еще подредактировали график движения поездов так, что люди стали затрачивать гораздо меньше времени на поездку. Ну, то есть с пункта А до пункта Б мы приезжаем гораздо быстрее. Всех приглашаем пользоваться нашими вагонами. Всех с наступающим Новым годом. Пожалуйста, пользуйтесь нашими рейсами. Будем очень рады вам, пассажирам. Спасибо большое. Мы приехали в Алдан, золотодобывающую столицу республики. Здесь снега просто очень много. Наш поезд. Остановка полчаса, едем дальше. Раиса Николаевна, как вам вокзал? Красивый, да? Мне кажется, здесь теплее, чем в Нерюнгри было. Я так тоже думаю. Вон елка, смотри. Смотри, какие сугробы здесь. Они просто вот сюда вот встань. Вот сюда, вот, чтобы показать масштаб, сравнение. Девушка, я не маленькая. Это офигеть просто, какие они, вот. Но по этим пейзажам уже видно, что мы в Якутии. Что мы все ближе и ближе к Якутску. Вагон номер 0, 22 градуса, 9:33. Через 3 часа будем уже в Бестяхе. Это вот 4-местное купе, смотрите. Красивый вид. Здесь кровать с местом для багажа. Тут кровать, тут место для багажа поменьше, тут побольше. Видите, да, вот разница какая. Наверху кровать и здесь кровать. Это одеяло, очень мягкие, теплые, удобные. Матрасы, тоже такие вот толстенькие, хорошие. И подушки. Также зеркала везде. Плечики. Вон там вот полка для вещей, для ручной клади. И поручни для подъема. Ну, топят здесь прям очень хорошо. Вот купе тоже, столик поднят. Здесь тоже никого нет. В общем, мы едем в пустом вагоне. Весь вагон наш. Здесь тоже так же. И вот, смотрите. Абсолютно никого нет.
путешествовал по Казахстану в поезде, и когда подошла вот к подобному аппарату, но он выглядел постарее, набрать воды горячей, меня очень сильно удивил открытый огонь, который увидела где-то вот здесь вот. И поэтому, пользуясь случаем, я не преминула спросить нашего проводника, Светланы Николаевны, что это такое и почему вообще используют огонь. Потому что я думала, это прям позапрошлый век какой-то. Это у нас кипятильник. Все, наверное, ездят в поездах и не раз видели кипятильник. Вот это у нас краник, откуда мы наливаем кипяточек. Вот это у нас термометр, где мы видим температуру нагрева воды. А вот этот термометр показывает, сколько воды в кипятильничке. Да, кипятильник у нас работает как на электричестве, так и на твердом топливе. На электричестве работает кипятильник в пути следования, на твердом топливе кипятильник работает на длительных стояночках, в пункте формирования и отстоя. Так, вот это у нас топочка, где мы растапливаем кипятильник. Топочка у нас уже приготовлена, лежит бумага. То есть кипятильник готов к растопке. Сейчас вот мы приедем, будем стоять и растопим кипятильник. Ну да, потому что не будет электричества во время стоянки. Да. Во время стоянки мы его растапливаем. Так что пассажиры у нас всегда кипяточек. Чай, пьют, кофе, да, доширак. и пьют чай. Да. Спасибо. Пожалуйста. Ну все, уже видно, что мы в Якутии. По такому снегу, по таким лысым деревцам. Лариса Николаевна, мы через сколько тут прибываем? Так, через минут 5, по-моему. Ну, 26 минут должны. Через минуту почти прибыли. Малыш, мы в Бестяхе, наконец-то! 3 дня в пути, и мы дома. Слушай, ну тепло на улице. Вот наш Якутск. Вот как мы ехали. Я из была летом, ссылку оставлю. Поезд и автобус до Якутска. Сейчас мы едем в Бестях в автобусе, а потом будет переправа через реку до Якутска. Вот теперь мы выехали на реку. Но все равно... не видно. Лед не виден. Какая наша река. Мы уже заезжаем. Поднялись на берег. Вот солнце. Заехали в Хакассы. Можно сказать, пригород Якутска. Еще немного, и я дома. Ну все, мы уже въехали в Якутск. Итого у нас дорога из Владивостока до Якутска заняла примерно 69 часов. 2 поезда, 1 автобус прям до дома.